В Иране всегда жило множество народов, во все времена. В Великой Персии царя Дария вообще говорили на десятках языков. Иран и сегодня многонациональная страна. Каждый третий, например, здесь этнический азербайджанец. А на севере страны, там, где Иран граничит с Туркменией, живут, естественно, туркмены. Примерно 1 миллион человек. Сейчас живут они в домах, а раньше жили в юртах, которые, впрочем, в деревнях сохранились и до сих пор. А что самое главное в юрте? Кече. Пойдем посмотрим, как они это самое кече делают. Кече – это вот такая войлочная подстилка, которая в юрте служит полом. Делать ее – работа трудоемкая. И, как и все трудное в нашем мире, эта работа поручается женщинам. Пожилые туркмены, которые живут в деревнях Ирана, говорят только на своем языке. Ну а молодежь, конечно, тем более просвещенная, говорит и по-персидски, и по-туркменски, и по-английски. Это мое спасение. Это, знакомьтесь, сульгун кече. Кече – это ковер, который всегда лежит на полу. Да, но раз так, зачем стараться? Ведь он может быть не таким сложным. Кече больше, чем ковер. Его узоры выражают наши чувства. Каждому ведь хочется жить в красивом, красочном доме. Я слышу, громко кричат верблюды. Может, что-то случилось? Нет, я думаю, они просто зовут маму. Ничего себе, верблюжата. Рычат, как тигры. А как сказать по-туркменски юрта? Ак-эй. Ак-э. Эй. Ак-эй. Эй. Эй. Yes. Какой же трудный у вас язык. Извините. Я вот подумал, всегда в моих путешествиях я обучаю людей русскому языку. Почему бы не поучиться и мне немножко? Мeng Адым Михаил. Приятно познакомиться. А какое самое легкое слово в туркменском языке? Су. 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 Water. Вода. Су. Yes. Су. А самое трудное? Ка-кан. Ка-кан. Хакон. Yes. It means Это значит отцовский. your father's. Хакон. Ка-кан. Хакон. Никогда не выучу. Кече двусторонний. И рисунок на нем и с лицевой, и с обратной стороны. И для того, чтобы он вышел таким красивым и мог служить долго, рисунок выкладывается дважды, а между ними устраивается вот такая прослойка. Ты только посмотри, как сложно. Поверх прослойки выкладывается новый рисунок. Шерсть поливается водой и закатывается в тростниковую дерюгу. Кто хочет меня подменить? Instead of me. Давайте я. А я пока пойду и послушаю замечательную туркменскую музыку. Это, знакомьтесь, господин Теке. Теке. И это его семейный ансамбль. Иранские туркмены и туркмены туркменские, конечно, дружат и ездят друг к другу в гости. Бывали по северную сторону границы и музыканты папы Теке. А вот на мой вопрос, где лучше, затруднились ответить. Жить, говорят они, сытнее в Иране. Зато в Туркмении лучше сохранились национальные, музыкальные в том числе традиции. Это было прекрасно. Только я ничего не понял.
В этой песне говорится о том, что в Каспийском море рождается ветер. Он летит через горы. И это ветер туркмен, которые не знают страха. Я смотрю, вы используете только один музыкальный инструмент. Как он называется? Он называется дутар. Вы не используете ни барабаны, ничего подобного. Нет, только дутар. Ну вот господин Теке, он по профессии доктор, но он очень любит музыку. У него огромный музыкальный коллектив, который путешествует не только по Ирану и братскому Туркменистану, но и давал концерты в других странах, в том числе в Европе. Что-то мне взгрустнулось. Подумал я о том, что как же хорошо, что туркмены в Иране сохранили свою культуру и даже могут надеть вот такие замечательные наряды, как эти барышни. И как плохо, что из нашей жизни туркменская культура исчезла. А ведь была в той и другой стране, которой уже нет. Ладно, пойдем посмотрим, что там произошло с нашим кече, ковром. А ковер все это время катали по земле, поливая водой неутомимые женщины и подростки. Теперь пришло время снова перенести его в юрту. Ну что ж, самая красивая художественная часть изготовления кече закончена. Теперь самое тяжелое. Примерно 2 дня понадобится этим женщинам для того, чтобы окончательно довести его до ума. Они будут его вот так катать руками, потом топтать ногами, потом опять руками и так далее. Ну и в конце концов получится у них красивый и прочный войлочный ковер. К тому же двусторонний. Для гостей приберегут красивую часть, ну а на каждый день обычную. В это трудно поверить, но такой ковер прослужит 40-50 лет.